Всем привет, друзья! Меня зовут Савва. Я являюсь мастером науки Сюцай. И сегодня хочу вам объяснить, что такое наука Сюцай, цифровая психология 21 века и как ее проще понять. Вот попытаюсь сегодня сделать видео, в котором буду рассказывать, простым языком буду рассказывать, да? Поэтому приглашаю вас послушать. Будет очень интересно, обещаю. И буду показывать через схему, да, через схему. Поэтому у меня есть тут доска, фломастер. И я буду маркер, через который буду писать. Наука Сюцай вообще говорит о том, что это о дисциплине ума и реализации души. Что такое реализация души? Реализация души – это как раз и есть предназначение. Как человеку просто, без всяких головоломки, найти свое предназначение и начать реализовываться в этой жизни. И в этом наука Сюцай просто несравнима, может очень быстро, в моменте мы можем показать, где предназначение человека. Чтобы человек не ходил, не бродил в своей жизни и прямо попал в свою точку и начал бы реализовываться в этой жизни. Вот. Ну, что можно сказать? Вообще, есть определенный код. Да? Сюцай – это цифровая психология, поэтому все зашифровано в цифрах. Самое главное, что в цифрах заложено, это, конечно, наша дата рождения. Дата рождения – это есть определенный код, где зашифрованы наши цифры дня рождения. И в этих цифрах все есть. Все есть. Наши мысли, как мы мыслим, и как мы хотим что-то делать, что-то взять на этой земле. И поэтому, когда мы рождаемся, на этой земле рождается, конечно, душа, которая приходит в эту жизнь с определенной задачей, да, с определенной задачей. И эта задача, и эту задачу душа должна реализовать в течение жизни. А что такое жизнь? Когда душа приходит, то у него что? У нее есть определенный день, когда появляется эта душа на этой земле, да? И поэтому я вот так вот покажу и напишу тут от 0,1 до 31 календарных дней. Это есть определенные дни, в которые приходит душа. В один из этих дней на земле появляется душа, да? И наши мысли, качество наших мыслей, да, качество нашей жизни, характеристики, они зашифрованы в этих числах от 1 до 31. От 1 до 31. И чтобы было удобно человеку дать характеристику его, да, чего он хочет и чего, как он мыслит, вот эти цифры от 1 до 31 разбили, науку Сюцай разбили на 9 частей, на 9 цифр, от 1 до 9. И назвали их число сознания. Число сознания. Чтобы проще было понять, я объясню, что это такое. Это значит, кто родился там 1, 10, 19, 28, все эти цифры, если сложить до единичного, то там мы наберем сумму 1.
первая, 10 единица, 19 1 плюс 9 10, 2 плюс 8 10 и конечная цифра единица. И поэтому науки Цюцай назвали, разбили календарные дни на 9 частей, на 9 цифр и назвали эти цифры числами сознания, день рождения. И вот на дне рождения как раз есть характеристика. И вот характеристика, допустим, этих людей, кто родился 1, 10, 19, 28, число сознания 1, это в плюсе есть всегда противовес. Бог создал все в противовесе, да, день, ночь, там, что еще, мужчина, женщина, тепло, холодно и так далее, и так далее. И поэтому здесь противовес тоже. Цифра, допустим, 1, есть плюсовая характеристика, есть минусовая характеристика. Допустим, в плюсе эти люди будут нести, кто родился 1, 10, 19, 28, они будут нести в плюсе. Это большие стратегии, это люди очень инициативные, лидеры, руководители, люди, которые хотят тащить, люди, которые берут ответственность за жизнь, за свою жизнь и за жизнь других людей и будут идти вперед. Вот это в плюсе. А в минусе у этих людей будет противовес. Будет стоять там эгоизм, деспотизм, поиск статуса. Вот такие вот люди, да, вот так вот характеризуются. Ну, о характеристиках мы поговорим в отдельных видео. У меня в YouTube, в принципе, это есть. По числам сознания отдельно. А в общем, вот это вот как понять, этого еще нету, да. Вот. И поэтому душа рождается в определенный день с определенной характеристикой. И там уже заложены мысли и чего хочет человек. Но противовес душе внутри человека, в теле, кроме души, Бог дал еще очень такую реальную штуку, называется эго. Эго – это противовес, который будет работать, ну, как сказать, в борьбе с нашей душой. Эго будет, как говорится, если эго будет в плюсе, то это будет реализовано вместе с душой. Человек будет эго, я хочу быть лидером, я хочу быть, допустим, единицей, что будет говорить, я хочу быть руководителем, я хочу быть лидером, я хочу показать стратегию другим людям. И эго вместе с душой, предназначение, реализация души как раз будет идти через руководство, через лидерство, да? И тогда такие люди будут, людям что делать? Людям будут светить, людей будут делать звездами и им показывать, где лучшее находится в этой жизни. Но если уйдет эго в минус через поиск статуса, через эгоизм, только я хочу быть наверху всегда, сидеть на троне и ничего не делать, то эго будет уводить человека от истинного. И поэтому эго является нашим врожденным аспектом. Это так же, как наш разум, так же, как наша душа. Эго присутствует у каждого человека. Вот. И поэтому эго будет от такого маленького, да, от маленького, будет стремиться к такому большому, через, обычно, как говорят, от незрелого к зрелому. От незрелого к зрелому, вот такому вот большому будет стремиться. И когда вместе душа и эго будут вместе идти, то это будет выход от незрелого,
к зрелому. Человек будет реализован на этой земле, человек будет создавать, созидать, человек будет творить и так далее. Но когда эго человека будет говорить, да будет так, как я скажу, то тут уже душа остается в забвении, и наше эго будет нас вести через свои хотелки. Через свои хотелки. Я хочу там автомобиль, я хочу дворец, я хочу свой остров, я хочу свой самолет, я хочу свой пароход и так далее, и так далее. Нескончаемые хотелки эгоизма человека будет вести по ложному пути счастья. А в самом деле, если так взять, то душа пришла что? Душа пришла на этой земле от точки А до точки Б. Точка А это точка рождения, а точка Б это что, как вы думаете? Конечно, это смерть. Смерть. И вот этот путь, как мы пройдем, будет зависеть от нашей души и от нашего эго. От нашей души и от нашего эго. Если эго поведет, то в нашей жизни будет и успехи, и кризисы, и таким вот образом наша жизнь будет вот такая вот непонятная, и в итоге, конечно, будет вот такая. Или мы будем, если через душу, то мы будем идти вот таким вот образом в жизни, да? Вот. А если у нас нет созидания, то мы будем всегда, то придем к успеху, то уйдем в минус. И таким вот образом наша жизнь будет всегда вот таким вот образом. И как раз на это влияет, на мысли наши, влияет наше эго и наша душа. И наша душа. Вот примерно и наука Сюцай объясняет, как уйти, ну, невозможно уйти от эго точки, но вот в точке эго это будет программа ума. Здесь будет разум, где душа, вот здесь будет разум, а где эго, здесь будет подсознание, и по-другому еще наука говорит, это программа ума. И наука Сюцай показывает, как дисциплинировать наше эго, как дисциплинировать нашу программу ума или выйти из нашей программы ума, чтобы мы начали созидать через нашу душу, через наш разум. Вот. Наука Сюцай как раз про это и говорит, про это и рассказывает. И поэтому, когда мы идем по жизни, да, реализация наша, когда мы идем по жизни, то мы через эго, мы будем находить там, есть две пути, будем идти к счастью через знание или через кризис. Через кризис. И поэтому наука Сюцай говорит, лучше прийти к счастью через знание, чем через кризис. И многие люди, я сам пришел в науке Сюцай через кризис, знанием, потому что в моей жизни происходили определенные ситуации, которые приводили постоянно. У меня была вот такая вот жизнь, как я вот показываю. Потому что я жил через свой эгоизм, через свою программу ума. И моя задача сейчас, получив вот эти знания науки Сюцай, моя задача сейчас включить вот этот разум. Потому что в разуме, чтобы перейти оттуда, от эгоизма в разум, есть мостик, оно называется тонкий интеллект или наш аналитический ум. И мы
от точки эго мы можем перейти как мостик в разум через тонкий интеллект, через аналитический ум. И вот этот вот тонкий интеллект, он именно является объективной реальностью. А эго нас ведет через субъективную реальность, через «я хочу». Через «я хочу». А в объективной реальности, через аналитический ум, здесь уже нету субъектива, да? Мы уже понимаем жизнь такой, какая она есть. Мы здесь принимаем жизнь, принимаем ответственность на себя, не ищем виноватых, не надеемся и не ждем никого. Мы просто берем ответственность за свою жизнь и начинаем жить свою жизнь сами. А вот здесь вот, в точке эгоизма, в программе ума, мы постоянно сливаем ответственность на кого-то, на правительство, там, на губернаторов, там, на мэров, на начальника нашего предприятия, на начальника отдела, на друга, на жену, даже на детей своих. Скидываем ответственность и ищем виноватых. Постоянно ищем виноватых и постоянно осуждаем любые, скажем, решения, любые там какие-то события. Мы всегда будем подходить с точки осуждения. Вот здесь вот. А вот в тонкий интеллект, когда включается аналитический ум, мы здесь уже не осуждаем никого, людей не осуждаем, не обсуждаем. Мы здесь начинаем обсуждать, наоборот, идеи. Идеи, как улучшить свою жизнь, как начать жизнь через порождение идей, через созидание, да? И когда переходим уже в разуме, тут уже целесообразно. Здесь мы хотим всегда срочно, в точке эго, когда живем в программе ума. Мне срочно нужна квартира, срочно нужна машина, срочно нужно много денег, срочно нужно поехать в отпуск, путешествие. Все срочно. А в тонком интеллекте, в аналитическом уме, когда живем, здесь мы смотрим через аспект «важно». Что мне важно? Важно мне получать знания, важно расти в своих опытах, да, своих навыках, важно слушать мнение других людей, важно понимать других людей. А здесь, когда уже переходит в разум, да, в сознание, то здесь уже мы живем через целесообразно. Уже целесообразно. И вот этот аспект, он очень важный. Здесь практически на Земле живет всего 3% человек. Здесь в тонком интеллекте примерно 17% человек живет. А здесь в точке эго проживает 80% людей мира живут через точку эго, через точку «я хочу». Точку «я хочу». Через программу ума. И поэтому наука Цюцай именно показывает через цифровую психологию, откуда эти мысли приходят. Почему от точки эго приходят наши мысли, заложены в нашей дате рождения. И поэтому мастер Цюцай очень быстро находит точки выгорания и триггеры, которые мешают человеку вырасти из программы ума хотя бы в тонкий интеллект. Хотя бы выйти на аналитический ум и жить через аналитический ум. Вот такая вот штука. И поэтому мы живем здесь через знание или через кризис мы живем. Поэтому испытываем в жизни достаточно много кризисов. И тем самым мы, как говорится, разрушаемся, и неудовлетворенный этой жизни, там, женой, мужем, детьми, родителями, начальством, существующим своим положением. Вот
Вот такая вот наука Сюцай. Поэтому здесь философия не просто через цифры, да, философия здесь очень глубокая, психология очень глубокая. Поэтому я могу помочь любому человеку через дату его рождения. Очень быстро разобрать его и показать, где его точки выгорания, где его точки потери, какие триггеры мешают человеку вырасти и начать созидать. Вот так вот, коротко, за 20 минут, вот так вот рассказал. Понятно, непонятно, пишите в комментариях, вопросы задавайте, я буду отвечать. Всего доброго.